Вас приветствует министр культуры Республики Бурятия. Сэлма Бартыевна, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас проходит сейчас очень много интересных мероприятий. Сейчас параллельно в соседнем практически здании, в Центре креативных индустрий, они сидят в Galaxy на 4-м этаже. Мы собрали дизайнеров нашей республики. К нам приехал Союз дизайнеров Москвы, приехал руководитель Центра креативных индустрий. И мы ведем, в общем, большой разговор о том, как дизайнеры могут собраться и развиваться. В общем, всем нам идти в одну сторону. Параллельно здесь презентация очень интересного проекта. Ну, вы знаете сейчас, что начиная с прошлого года у нас началось строительство 2 прекрасных зданий, знаковых для Республики Бурятия. И тех зданий, которые строительство это мы давно ожидали, давно над этим работали. И партнером у нас выступит и будет финансировать ВБРФ. Очень хорошее финансирование готовится. Но на данный момент у нас готовится финансовая модель к подписанию. Но, тем не менее, параллельно идет работа. Если строители сейчас мы строимся на дальневосточную субсидию, на средства дальневосточной субсидии, и если у нас там готовится фундамент, идут земляные работы, возводится здание, строится первый этаж пока, то есть там все так очень материально, очень так основательно. Значит, в общем, наша идея музея и театра материализуется в виде стен, потолков, фундаментов там и так далее, то параллельно идет работа над тем, чтобы в умах, в сердцах, в мыслях жителей Республики Бурятия создавался образ театра «Байкал» и образ Национального музея. И всю эту работу будет, в общем, воплощать в себя этот проект Сайну Гыр. Я сегодня хочу поблагодарить идейного вдохновителя этого проекта Дмитрия Айдуповича Галсана, который здесь находится, куратор Центра креативных индустрий ХЭП-ХАП. Ну и, конечно же, человека, который вообще радеет за это дело. Уже много лет, несколько лет, мы с вами года 3-4 назад встречались на ВЭФе, да, и такая идея была идти в регионы с подобными проектами творческими. И на самом деле сказанное воплощается потихонечку. И сегодня я приветствую Олега Вячеславовича Ракитова, который специально прилетел для презентации этого проекта. Но я думаю, авторы сами расскажут суть идеи. В общем, так в умах, в наших сердцах, мыслях и реально на земле строятся 2 прекрасных здания, которые призваны будут поменять облик нашего города. Спасибо. Спасибо, Сэлма Бартыевна. Уважаемые коллеги, слово для приветствия предоставляется директору Национального музея Бурятии, члену-корреспонденту Российской академии художеств, заслуженному деятелю искусств Бурятии Татьяна Анатольевна Барановева. Вам слово. Спасибо. Дорогие друзья, дорогая Сэлма Бартыевна, спасибо большое за ваши теплые слова. Действительно, мечты материализуется, и мы это сейчас ощущаем вместе с Дандар Жаповичем, как движется эта стройка, но это как бы одно действительно. Самое главное – это все-таки его наполнение. И здесь мы хотим действительно поблагодарить. Правда, ведь здорово, когда чем больше жителей узнает о нашем новом музее, о нашем театре «Байкал», что мы будем делать, как мы будем работать для жителей. Это важно. И этот проект «Сайну Гыр. Здравствуй, дом», собственно говоря, и направлен на это, на всех наших жителей города, республики, для того, чтобы как можно больше людей знакомились и приобщались к нашему богатейшему культурному наследию. Поэтому мы рады видеть вас сегодня здесь, в музее, в нашем доме. Мы рады видеть прежде всего всех наших художников. Еще, правда, не все, но они, наверное, еще подойдут. Хочу сказать вам огромное спасибо
И еще хотела бы сегодня, пожалуйста, коллеги, сегодня день рождения Целмы Быртуевны. Мы хотим от коллектива Национального музея поздравить Целму Быртуевну с днем рождения и вручить Знаете, очень интересно, мы листали свои фонды, смотрели, просматривали работы, и вдруг мы увидели работу Буды Сергеевича Садыкова, которая создана в 1989 году, и где запечатлен наш любимый город, центр города. И вот мы видим, да, здесь там вдали маленький островок, на котором скоро появится наш новый дом. Наш новый музей. Целма Быртуевна, это вам. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Узнаете место, да? И вот здесь, вот, по-моему, будет стоять Национальный музей. Ну, друзья, давайте еще раз похлопаем. Целме Быртуевне. Тургунгудрор. Татьяна Анатольевна, спасибо. Слово предоставляется директору театра «Байкал», заслуженному деятелю искусств России Дандару Жапычу-Бадлоеву. Дамана, дорогие гости, горожане, уважаемая Целма Быртуевна, Олег Вячеславович, Татьяна Анатольевна. Мы, конечно, как театр «Байкал», мы очень рады, потому что мы, наверное, уже сколько лет, наверное, полвека уже мы мечтаемся, может больше, что у нас появится свой дом. И, наконец, эта наша мечта уже материализуется. Мы уже видим наш фундамент, первый этаж уже большой, и мы сколько уже лет работаем над проектом вместе со всеми нашими руководством, артистами, какой он у нас будет, наш новый театр. Вообще это будет не только театр, где мы будем показывать свои представления, концерты, свое творчество, но это будет большой культурно-досуговый центр, где с утра до вечера могут любой желающий, горожане, гости, дети, взрослые, они все могут посещать наши какие-то кружки, интересы по клубам, заниматься танцами, песнями, йохором или другими видами танца, рисунком. В общем, все это у нас будет очень большое наполнение, и поэтому мы очень надеемся, что скоро все вы, ну и все наши горожане, они будут вместе, то есть с нами творить, что-то создавать новые интересные проекты. Вот. И мы, конечно, огромную благодарность оказываем госкорпорации ВБРФ, что они поддерживают нас и совместно вот с Центром креативных индустрий Хэпхабом организовали такой проект, социокультурный проект Сайнугыр, где мы будем в течение вот этих 2 лет проводить разные активизации, вот мастер-классы, круглые столы. Допустим, с нашей стороны в театр «Байкал» мы тему выбрали, называется «Дунай Нугла. Мелизмы народной песни». Это национальное достояние нашего народа, это драгоценность нашего народа. И круговой хороводный танец йохор. Мы будем рассказывать, то есть приглашать разных докторов наук, искусствоведения, кандидатов, специалистов разных, этнографов, артистов, других людей, где будут разбираться вообще, что это такое, что такое народная песня, куда мы идем, как надо ее развивать, что такое йохор, какое оно влияет, оказывает вообще на наше общество, что получает для себя лично каждый человек. И вот это такие будут лекции и круглые столы, мастер-классы будут проводиться в течение 2 лет, почти что ежемесячно. Поэтому каждый желающий, он может принять участие в этих мероприятиях. И вот, и, конечно, театр «Байкал» поздравляет своих коллег, Национальный музей с такой датой, юбилеем,
Мы желаем им огромных творческих успехов. Будем в новом здании вместе совместно творить совместные интересные проекты ради процветания нашей бурятской культуры. Спасибо. Спасибо, Денис Рафович. Ну а сейчас вас приветствуют артисты театра «Байкал», музыканты национального оркестра и солистка «Байкала» Балдин Ганцицек, бурятская народная песня «Алтаргана». Солистка театра «Байкал» Балдин Ганцицек. Слово для приветствия предоставляется директору, координатору социокультурных программ Государственной корпорации развития web.рф Олегу Вячеславовичу Ракитову. Добрый день, коллеги.
Добрый вечер, наверное, даже. Спасибо огромное, что вы пришли. И, наверное, вдвойне приятно, что сегодня совпадение нескольких дат. Мы, правда, не подстраивались под эти даты, но, мне кажется, в Бурятии все случайно и не случайно. Поэтому, мне кажется, самым главным стоит сказать, что уже второй год подряд мы делаем проект «Сейну», и в этом году он называется «Сейнугер». Меня сейчас спрашивают, откуда это название. Все рождается в Бурятии, название тоже родилось здесь. Это было предложение местных жителей, что когда мы говорим про новые издания музея и театра, и Сайлман Бартуевна очень верно сказала, что мы сейчас можем увидеть, как все возводится. Но мы всегда знаем, что душа рождается раньше, чем тело. По крайней мере, многие из нас так думают. И поэтому мне кажется, что то наследие, которым будут наполняться эти дома, о нем нужно рассказывать уже сейчас. О нем нужно рассказывать на самых разных площадках. Нам часто кажется, что мы о культуре можем узнавать только если придем в театр, либо в музей. Но часто даже самые необычные места, как мы сейчас открывали уличную выставку, помогает людям в хорошем смысле столкнуться с культурой, подумать о культуре и таким образом подумать о том наследии, которое сегодня есть в Бурятии. И на протяжении времени, пока будет идти строительство, мы хотели бы вместе с главными институтами, культурными институциями города, с музеем и с уникальным театром рассказывать о материальном и нематериальном, уникальном наследии Бурятии. И мы помним, каким образом рождался проект «Сейну», и мы были восхищены, каким образом команда HipHub Дмитрия Галсана умудряется во все эти процессы вовлечь жителей. Жители становятся частью этих изменений, они чувствуют, что они представители уникальной культуры. И мне кажется, что здесь через музей, через театр мы сможем еще больше людей вовлечь. Я знаю, что уже в этой части, к примеру, театр будет рассказывать, когда о музыке, о танце. Люди уже будут туда приходить и, возможно, оттуда уходить уже немного другими. А это, наверное, наша цель, чтобы люди понимали и принимали какую-то, становились богаче, чем они были до какого-то момента. И каждый раз, когда приезжаю в какие-то города, в Бурятии это особенно сильно ощущается, что часто говорят, что вот люди из столицы, они там как-то уже обладают больше компетенций, больше знанием. А мне каждый раз, когда я приезжаю в какой-то город, и в Бурятии это особенно чувствуется, что я чувствую себя лишенным культурного кода Бурятии, объединенным культурным кодом Бурятии, который есть здесь. И то есть что бы мы здесь ни делали, мы все равно будем лишены этого культурного кода. Поэтому мне кажется, вы невероятно богатые люди, потому что в вашем культурном коде есть это искусство, и мы будем счастливы вместе с театром, с музеем, с жителями, с центром HipHub рассказывать об этом. И хочется надеяться, что красивая, уникальная душа обретет стены и станет домом. Спасибо. Да, и можно секундочку, я бы все-таки хотел Сайлму Бартуевну поздравить с днем рождения. Расскажу маленький нюанс. Вот этот цветок, я не знаю, как он называется, но сказали, что он очень редкий и что он пожелание счастья. Поэтому спасибо огромное вам за поддержку, спасибо за то, что вы делаете для республики, для культуры. Несмотря на то, что я работаю в финансовой госкорпорации, мое личное убеждение, что без культуры никакой экономики не будет. Олег Вячеславович, спасибо большое. Уважаемые коллеги, вас приветствует куратор Центра креативных индустрий HipHub Дмитрий Галсан. Здравствуйте всем. Сегодня действительно удивительный день, очень много таких сочетаний. Нужно много кого поздравлять, нужно много кого благодарить, но много слов уже было сказано. Я постараюсь быть немножко покороче и хотел бы, наверное, в первую очередь обратить внимание, что все, что мы делаем, естественно, с опорой, в первую очередь, как вот правильно заметил Олег,
не только на людей, кто профессионально занимается искусством в любых его формах, но мы пытаемся очень много усилий приложить для того, чтобы это искусство проникло, так скажем, даже в те, казалось бы, сферы жизни, в которых это не всегда и не каждый день отражается. И поэтому для нас очень важно работать с простыми горожанами, потому что мы верим, что искусство – это не что-то статичное, не что-то динамичное, но такой уникальный сплав и того, и другого. И мне кажется, что именно в жизненной энергии наших горожан и жителей республики отражается та сущность, та аутентичность, что делает нас, во-первых, с одной стороны другими, а во-вторых, очень интересными для всех, кто приезжает снаружи, так скажем. Поэтому то, что этот проект, который мы двигались целый год, получил свое дальнейшее развитие, мы видим заслугу в первую очередь как людей, сидящих в этом зале, так и очень многих людей, кто сейчас, может быть, находится на соседней улице и так далее. То есть мы все сообща делаем одно большое дело в том смысле, что мы делаем наш город отличным и интересным. А если в нашем городе будет интересно жить, то сюда будут хотеть как минимум приезжать люди, а как максимум оставаться здесь на немножечко подольше. Поэтому еще раз я хочу вас всех поздравить, во-первых, с такой знаменательной датой, с 80-летием сокровищницы, наверное, нашей республики. Ну, а во-вторых, мне кажется, имеет смысл поздравить сегодняшнего юбиляра. Целма Бартыевна, мы хотим вам, да, мы от Центра креативных индустрий HubHub дарим вам этот букет. Да, спасибо большое. И мы надеемся, что сообща с такими объединенной энергией мы сможем сделать еще немножечко лучше и интереснее нашу повседневную жизнь. Ну и так как мы уже наш путь начали, мы бы хотели показать небольшой видеоролик, в котором вы можете увидеть контуры будущего нашего проекта. Дом для меня – это семья. Уют. Тепло. Семья. Семья. Дом – это здесь. Тепло. Уют. Гармония. Дом для меня – это свет. Поддержка. Созвездие. Дом – это друзья. Дом – это мы. Дом – это дом. Единственное, что можно сказать, следите за тем, что происходит. Мы будем очень много сейчас и театр, и музей, и наш центр будет очень много давать, так скажем, информационных поводов в ближайшее время. Спасибо.